Таджики в критической ситуации, а власть вместо того, чтобы помочь, разворовывает деньги. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого важного. Споры о распределении воды на таджикско-кыргызской границе продолжаются, а в это время из-за нехватки ресурса высыхают посевы и огороды жителей приграничных сел Таджикистана. С началом посевной резко обострился спор о водопользовании в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана, продолжающиеся десятилетиями и приводящие к кровопролитным конфликтам. Жители приграничных районов жалуются, что проблема до сих пор не решена, а чиновники говорят, что рассмотрение вопроса продолжается. Использование и доступ к воде были одним из основных факторов конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном в последние годы. В частности, в июле 2014 года из-за прокладки водопровода в Махалле-Бедак, села Варух в Исфаре, вспыхнул конфликт между жителями приграничных районов двух стран, в результате которого погиб гражданин Таджикистана, и еще 7 человек получили ранения. А один из самых кровопролитных конфликтов тут произошел в апреле 2021 года из-за контроля над водораспределительным узлом Головной в поселке Хаджии Айло-Исфары. В результате него с обеих сторон погибло более 50, а ранено было 270 человек. Для решения водного вопроса власти республик встречаются систематически много лет, проводя переговоры и сейчас, но результат всех договоров остается чаще всего на бумаге. В частности, на последней встрече, состоявшейся 24 мая на погранпереходе Кызылбек Кыргызстана с участием глав Сагдийской и Баткенской областей, еще раз решение существующих проблем, в том числе рационального и совместного использования природных ресурсов, в частности воды, оценивалось важным. В ходе встречи, состоявшейся 2 мая на погранпереходе Гулистон в городе Исфара, стороны пришли к согласию по вопросам совместного использования природных ресурсов, в том числе воды, очистки приграничных каналов и арыков. Несколько руководителей дыханских хозяйств Джамаата Овчи-Кальячи района Бабуджан-Гафуровского района рассказали, что проблема доступа к воде и в этом году остается актуальной. Кыргызы оправдываются тем, что воды недостаточно на верховье, истоке, и поэтому нам дают мало. Перейти туда не удается, претензии не учитываются, рассказывает один из них. По соглашению вода должна распределяться поровну, но они находятся в верховье и берут большую часть воды, а нам дают меньше. За 2 месяца, прошедших после посевного сезона, я полил землю только 1 раз. Земли высохли. Он говорит, что в 2010-2015 годах таджикские и кыргызские мирабы, ответственные за распределение воды, в начале посевной договаривались о распределении воды. Если подача воды в Таджикистан уменьшилась, для проверки переходили на территорию Кыргызстана. Теперь границу переходить невозможно, и кыргызы дают воды столько, сколько захотят. Река Хаджа-Бакирган, которой пользуются жители городов Худжант и Бустон, Джамаатов Хистеварс и Таджикабад района Бабаджан-Гафуров, и посредством которой орошаются 9000 гектаров земли в Джамаате Овчи-Кальячи, теперь является одним из факторов спора. Проблема водопользования в приграничных селах Исфары стоит еще острее, особенно после вооруженного конфликта между странами в апреле 2022 года. По Торткульскому каналу вода поступает в Минбулакский район Баткена и Джамаат Сурх города Исфары. Жители Джамаата селения Черкух Исфары рассказывают, что до 2010 года представители водного хозяйства Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана распределяли воду из Торткульского канала через водораспределительный узел Головной, но сейчас эта ответственность, а по сути самозахват, возложена на кыргызов. Согласно утвержденным договоренностям, ежегодно с 1 апреля по 1 июня вода Торткульского канала должна полностью перебрасываться в реку Исфара. В это время поливаются земли Исфары и Канибадама. Но в 2022 году кыргызы установили в верховье этого канала задвижки, в результате чего подача воды жителям нескольких джамаатов Черкуха и Сурха Исфары полностью прекратилась. Тогда глава джамаата Черкух Шукурхон Насриев сказал, что граждане Кыргызстана сделали это без согласия с ними. Местные жители говорят, что проблема доступа к воде Торткульского канала остается нерешенной. Соседи дают воду жителям Таджикистана, когда и в каком объеме захотят. Еще один канал, откуда местные берут воду, это канал Челгази или Дусти. Более 2 километров канала проходит по территории Кыргызстана. Около
20 километров по территории Таджикистана. После подписания в 2015 году соглашения о совместном использовании канала между властями двух стран, с обеих сторон были назначены ответственные по распределению воды. Было установлено, что Кыргызстан будет получать 20% воды, 200 литров в секунду. Теперь, чтобы население кыргызского Карабака не забирало больше воды, следит местный мираб-кыргызстанец. Зарплату ему платит таджикская сторона. Но, как видим, особо эту проблему не решает. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что должны сделать наши власти? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!